Национальная библиотека Чувашской Республики является государственной, универсальной, научной, общедоступной библиотекой, главным государственным книгохранилищем, координационно-методическим центром для муниципальных библиотек Чувашии. Располагающая обширным фондом более 2 миллионов единиц, библиотека предлагает различные услуги и комфортную, удобную среду для образования, исследовательской работы, самореализации и отдыха. История библиотеки берет начало в 1871 году. Книжное собрание с самого начала пополнялось благодаря пожертвованиям и дарам от частных лиц. С 1889 года библиотека перешла в ведение городской управы, была переименована в общественную публичную библиотеку. Насчитывая в конце XIX века около 4000 томов, библиотека располагалась в деревянном доме по улице Карла Маркса. С 40-х годов XX века в жизни библиотеки произошли важные события. В 1938 году она реорганизована в Республиканскую библиотеку имени Максима Горького. Через 2 года ей было предоставлено здание на берегу Волги, принадлежащее ранее купцам Ефремовым. Тогда же открылись межбиблиотечный абонемент, справочно-библиографический и методические отделы. В эти годы сложилась функция библиотеки как методического центра для сети сельских и районных библиотек. Библиотека сменила несколько адресов, везде пребывая на правах гостей. Лишь в 1972 году она поселилась в собственном здании общей площадью 4000 квадратных метров. В 1994 году получила статус Национальной библиотеки Чувашской Республики, что дало новый импульс преобразованием ее деятельности. Ввод в эксплуатацию реконструированного здания и строительство нового корпуса библиотеки показали, что привлечение новых групп читателей – это формирование новой среды в ней. Библиотека воспринимается как место приятного и комфортного пребывания и интеллектуального времяпрепровождения. Здание оснащено новейшим библиотечным, компьютерным, инженерным оборудованием. Созданы все необходимые условия для сохранности фондов, контроля доступа в помещение. Используются современные системы безопасности, вентиляции и кондиционирования воздуха, пассажирские и грузовые лифты. Для хранения документов используются мобильные и стационарные стеллажи, обеспечивающие рациональное размещение и хранение документов. Библиотека национальная, она еще обеспечивает целостность библиотечной системы и развитие библиотек всей республики. И во многом благодаря именно национальной библиотеке сохраняются, развиваются и ресурсы библиотек, и их деятельность, и обеспечивает библиотека качество работы более чем 500 библиотек муниципальных образований. Собирать, сохранять и предоставлять в пользование обществу все документы, на каких бы носителях они ни находились. И сегодня, конечно, библиотека дополнительно еще выполняет и функции книжной палаты, что несет за собой огромную ответственность по сбору этих документов, которые отражают человеческие знания прежде всего о Чувашской республике. Сегодня уже документы доступны не только в стенах библиотеки, но и с любого конца мира. Присутствие библиотеки в интернет позволяет людям из городов и районов, регионов России и других стран получать качественную информацию. Национальная библиотека Чувашской Республики предлагает читателям новые информационные возможности для научной работы и культурного отдыха. Здание библиотеки, его просторные залы, продуманный интерьер, комфортная мебель, новые технические возможности и набор самого современного аудиовизуального оборудования привлекают различные организации и сообщества, представителей искусства и науки, людей разных поколений и социальных слоев. Национальная библиотека – уникальная среда, где читатели встречаются с писателями и поэтами, деятелями науки и культуры, книгоиздателями, участвуют в крупномасштабных культурных акциях, фестивалях, презентациях новых изданий и выставок. В настоящее время в структуре библиотеки насчитывается 14 отделов, 15 читальных залов, 471 посадочное место. В распоряжении пользователей 73 компьютерных рабочих места с доступом к базам данных и интернет. К услугам пользователей кинозал для просмотра фильмов, отдельное помещение для прослушивания музыкальных записей и пластинок. Читатели активно пользуются фондом художественной литературы гуманитарного центра чтения. При нем открыт Центр православной книги «Радонеж» с целью приобщения населения к бесценному наследию православной культуры, духовной истории Отечества. Распахнула свои двери игровая развивающая комната для детей от 1 до 7 лет. Комната оборудована современной детской мебелью, закуплены всевозможные развивающие, экологически чистые игрушки, материалы для творчества и книги. Центр редкой книги и консервации документов – настоящая книжная сокровищница библиотеки. Здесь хранятся и свободно выдаются пользователям более 16 тысяч уникальных документов с 1643 года. В составе 13 коллекций редкого фонда, рукописные и старопечатные книги, фолианты и миниатюры, документы на папирусе и шелке, на тряпичной и рисовой бумаге, книги-гармошки, книги-картины, книги с автографами.
Самые крупные коллекции – домашняя библиотека братьев Таланцевых, автограф, редкие краеведческие издания, миниатюрные издания, Айгиана. При центре работает зал Геннадия Айги, созданный для сохранения и популяризации творческого наследия народного поэта Чувашии. Раскрытие коллекции Айгианы – самого крупного в мире собрания документов, связанных с именем нашего выдающегося земляка. Центр ведет работу по сохранению не только редкого, но и всего библиотечного фонда, используя современные методы консервации документов. Это ремонт и реставрация изданий, изготовление контейнеров из бескислотного картона для фазового хранения, ламинирование газет, нейтрализация кислотности бумаги и многое другое. Особую ценность представляет уникальная коллекция документов на чувашском языке. В отделе национальной литературы и библиографии собран наиболее полный репертуар документов, изданных в республике, так и за ее пределами на чувашском, русском и других языках. Публикация республики и ее уроженцах. Общий объем национального фонда составляет 196 тысяч единиц хранения книг и журналов и постоянно пополняется за счет обязательного экземпляра документов. Создается национальная электронная библиотека Чувашии, включающая полные тексты наиболее ценных и уникальных краеведческих изданий. Перевод библиотечных фондов в цифровой формат позволит решить проблему обеспечения сохранности редких и краеведческих изданий и расширения пространства для доступа к ним всем желающим. Бережно сохраняя свои традиции, библиотека уверенно смотрит в будущее. Свою миссию Национальная библиотека Чувашской Республики видит в обеспечении доступности и полезности своих ресурсов, собирать документы истории, делать открытую информацию, хранящуюся в книгах, электронных коллекциях, онлайновых каталогах, ее главные задачи. Перелистывая новую страницу истории, главная библиотека республики рассчитывает на поддержку своих друзей и партнеров, которые были, есть и будут ее опорой и надеждой.